Свежий воздух, красивая природа и завораживающие архитектурные памятники. В Горной Ингушетии восхищает все. Картину омрачает разве что скопившийся мусор и незаконные постройки. В горном поселении Фурток эта проблема весьма актуальна. В настоящее время вся территория села входит в Джайраско-Асинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Работники отмечают, необходимость проведения субботника назрела давно. У нас много этих проблем в горах, очень много проблем. Постоянно проводим разъяснительные беседы с представителями ТЭИПа, чтобы вот такие пристройки и незаконные сооружения, которые находятся на территории музея-заповедника, чтобы их ликвидировать. Поэтому эта работа, вот как вы видите, идет. Будем и дальше продолжать. На этой территории еще 20 лет назад местные жители разводили скот и для своего удобства построили сараи. В их числе был и Магомед Лианов. Но теперь мужчина понял, насколько это портит архитектурный вид памятников и музея, который расположен совсем рядом. Магомед помогает сегодня активистам приводить территорию в порядок. Музей миос именно Гапура Ахрио. Метик кинич хамаш даяха. Хоску гиголч, мок хоску бос. Все, что разрушает окружающую среду и портит воздух, сегодня отправится на свалку. Для Мухаммеда Мальсагова подобные субботники проводить приятнее всего. Как-никак трудишься на благо родной республики. Собравшиеся негодуют, как можно так загрязнять окружающую среду. Ведь Горная Ингушетия – жемчужина Кавказа, и оставлять здесь мусор непозволительно ни гостям, ни местным жителям. Каждый раз субботник жду очищать до емотик, ценеже. Хабош болшнаха цанах парата худёжит цангида волж сарит еще отсыл за собой выбирать дезелг жогом цанах дакык дез шамдарда хадиш хавен шушинте порядок лелегёлш. Такую уборку проведут и в других уголках района, чтобы туристы вместе с красотой гор увидели и чистоту. Работа идет у нас, мы будем, конечно, будем. И ближайшие села, там есть все незаконные построения на территории Джайраско-Асинского музея-заповедника, они будут ликвидированы. Все. Эту работу мы будем продолжать дальше. Сегодня молодые люди показали пример того, как нужно обращаться с культурным достоянием. Но всегда стоит помнить одну истину. Чем больше людей осознают ценность исторического наследия, тем больше шансов на его сохранение. Малика Измайлова, Али Зязиков, Магаз 24.